В Карабулаке реализуется второй этап федеральной программы формирования современной городской среды. В агропредприятии «Сад-Гигант» прошла экскурсия для студентов Назрановского аграрного техникума. Когда дело мастера боится, расскажем об умельце из Далакова Хаматхане Аздоеве. Здравствуйте, это новости 24. Сегодня в России празднуют День работника культуры. Этот профессиональный праздник отмечают хранители и создатели культуры, сотрудники музеев и библиотек, деятели театров, концертных организаций, специалисты домов культуры и коллективы художественной самодеятельности. Праздник был установлен указом президента России Владимира Путина в 2007 году. Необходимость его учреждения объясняется тем, что именно культура формирует самосознание человека и целых поколений. Ее развитие влияет на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи, мотивирует созидание и творческий поиск. В Ингушетии основным органом, осуществляющим развитие этого направления, является Министерство культуры и архивного отдела. В последние годы самыми основными достижениями в области культуры можно считать реставрирование и строительство множества сельских домов культуры. В республике также проходят различные фестивали. Один из самых крупных – кинофестиваль «Золотая башня». Кроме этого, ежегодно вся красота ингушской культуры демонстрируется в различных городах России и странах мира. В Карабулаке реализуется второй этап федеральной программы формирования современной городской среды. В преддверии выборов и непосредственно 18 марта жители города выбирали не только президента, но и объекты инфраструктуры, над которыми надо поработать. По результатам голосования больше всего голосов было отдано за 3 общественные территории, 2 парка и 1 мини-стадион. Подробности у Индиры Манкиевой. Карабулак – парк славы. Десятки жителей города каждый день приходят сюда для того, чтобы отдохнуть, подышать свежим воздухом и погулять с детьми. Люба Дасхоева и Эльхан Аздоев не пропускают ни одного дня, не посетив парк. Традиция такая – женщина, как правило, гуляет, а вот мужчина практически всегда находит с кем сыграть шахматную партию. Старики приходят, сидят, нарды играют, шахматы, шашки. Вот. Нет, с утра пораньше, бывает же праздничные дни тоже. А здесь в городских условиях все вот сюда вот приходят, хороший парк, в принципе, уютный, чистый, так вот наблюдают за ним, ухаживают за ним. Было бы хорошо какие-то условия еще дополнительно создать, чтобы можно было вот холодное время, чтобы дети, вот окружая их дома, дети, там, матери, с детьми могли прийти, там, посидеть там, ну, не знаю, можно летом поставить там что-то там, продавать, да, там, мороженое, там, не знаю, воду. Обновлением суждено быть, ведь именно этот парк славы вошел в список 3 городских общественных территорий, которые по итогам выборов набрали больше всего голосов. В связи с этим в этом году здесь будет проведена реконструкция. За этот объект было отдано более 10 тысяч голосов. Совсем скоро на этом месте появится детская площадка, спортивные, летние кафешки. То есть для взрослых и маленьких жителей города будут созданы все условия для проведения комфортного досуга. Самый главный плюс федеральной программы формирования современной городской среды заключается в том, что государство дает жителям возможность самим провести рейтинговое голосование и решить, какое общественное пространство облагородить. Так жители 4 городов Ингушетии отдали свои голоса за объекты городской среды во время выборов президента страны 18 марта. Это очень хорошее дело, очень приятно. Кроме того, по федеральной программе будет благоустроен еще один парк имени Сулумбека Асканова. За его благоустройство проголосовало более 9 тысяч жителей города. Реконструкция уже началась. Здесь уже установили новенькие скамейки, фонарные столбы. В скором времени появится фонтан, летние кафешки и детские игровые площадки. Одним словом, жители ждут приятные изменения. Хотим еще дополнить и сделать этот парк максимально красивым, удобным для населения. Вот по дизайн-проектам, которые нами изготовлены и прошли по рейтингу голосованию, у нас получается здесь, где мы сейчас находимся, будет установлен фонтан. Справа от нас будут дополнительно установлены малые архитектурные сооружения. Также у нас здесь будут в той зоне будет у нас для тихого отдыха площадки, а слева от нас, как вы можете наблюдать, у нас в прошлом году установлен снаряд для спорта воркаут. Мы дополнительно вот эту зону хотим максимально заполнить для спортивного отдыха для молодежи. А вот третий муниципальный объект, что избран горожанами, спортивная площадка на территории 1-го микрорайона. Местные жители вот уже на протяжении нескольких лет просят построить для них мини-стадион. Во время выборов
выборов за него было отдано более 2000 голосов. А это означает, что в этом году стадион обязательно появится. На первый взгляд как-то трудно даже поверить в то, что этот участок считается спортивной площадкой, потому что скорее это напоминает чей-то огород. Но власти города обещают, что в скором времени это место будет приведено в надлежащий вид. В микрорайоне проживает множество детей и подростков, которые не прочь поиграть в мяч. Скоро лето, и детей что днем, что вечером сложно будет загнать в дом, говорит Ислада Шлакиев. Родители переживают и хотят, чтобы их дети не уходили далеко в соседние дворы. Там отключение есть. А когда физически дальность, развитие, Бог матик большое, мы что ли, соси волос голос, брюкс волос голос. Так матик есть. До дела хочу, вот здесь фадерче полностью ограждение то есть, здесь халахи есть, освещение есть. На всех участках работа будет начата в полном объеме, как только завершится конкурс по отбору подрядной организации, которой будет доверена реализация всех чаяний горожан. Идира Манкива, Рахман Цуров, Новости 24. Проведенный экспертами рейтингового агентства РИА рейтинг анализ позволил выделить группы регионов России, имеющие отрицательную и положительную динамику по основным макроэкономическим показателям по итогам прошедшего года. Так, в регионе рост обрабатывающих производств составил 66%. Согласно данным исследования, наша республика вошла в число 11 регионов, которые в 2017 году улучшили свои позиции по 4 макроэкономическим показателям. Индекс промышленного производства, динамика объема работ, выполненных по виду деятельности, строительства, динамика оборота розничной торговли и динамика реальных денежных доходов. В целом, по оценке Росстата, в ушедшем году рост ВВП составил 1,5%. Таким образом, в экономике страны произошло изменение тренда. Двухлетний период спада сменился ростом. Из позитивных факторов следует отметить рост в промышленном производстве, сельском хозяйстве, в розничной торговле и низкий уровень инфляции. В России накануне, как и во многих странах мира, прошла акция «Час Земли». Ежегодно международное событие призывает всех неравнодушных выключить свет на 1 час. Впервые Всемирный фонд дикой природы организовал экологическую акцию в Австралии в 2007 году. Уже на следующий год она получила мировую поддержку. Ингушетия присоединилась к флешмобу «Голосуй за природу». Репортаж Жаридат Халухоевой. В эту ночь единственный источник света – факелы, что зажгли воодушевленные активисты. Они, стартовав от Аланских ворот, прошлись по центральной улице столицы, освещая не только свой путь, но и проблему, которой посвящена акция. Всего только на час на земле отказались от электричества ради всеобщего будущего. Везде отключен свет на территории. Сотрудники администрации, жители города, наш председатель комитета экологии, все собрались здесь для того, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Буквально за считанные секунды Магаз словно замирает. Ровно в 20:30 погасла вся ландшафтная подсветка столицы. Здания администрации главы, парламента и правительства Ингушетии синхронно погрузились во тьму. Пожалуй, в Ингушетии в сравнении с другими городами страны акция прошла в экстремальных условиях. Но несмотря на проливной дождь, акция электрического молчания состоялась и стала ярким примером того, что жители республики неравнодушны к будущему планеты. Нам и не помеха дождь. Были какие-то проблемы, но мы решили с этим. В первую очередь мы будем знать, как наши предки, наши отцы жили, чем пользовались, когда не было электричества, света. Мы сами чувствуем сейчас, настолько было это трудно раньше жить без света. Акция «Час Земли» на сегодняшний день является эффективной экологической пропагандой на планете, ведь к ней присоединяется все больше участников. В этом году на час выключили электричество более 2 миллиардов человек. Экологический марафон стартовал в азиатских мегаполисах. Вслед за ними фасадную подсветку выключили и остальные города мира – Москва, Нью-Йорк, Греция, Берлин. Всего 7000 городов в 180 странах. Не остался безучастным и российский сегмент Международной космической станции. Космонавты по долгу службы, так часто наблюдающие за планетой там невесомости, в знак неравнодушия выключили свет в модуле «Звезда». Работу продолжали лишь компьютеры управления, без которых космонавты не смогли бы обойтись. В России акция проходит 10-й раз подряд. В этом году она носит название «Голосуй за природу» в поддержку экологических проектов и защиты заповедников. Как известно, выработка электроэнергии всех ресурсов требует больших затрат.
И, конечно, для этого прежде всего и призвана эта акция мировая. Для того, чтобы принять участие в акции, не нужно прилагать больших усилий. Достаточно на какие-то 60 минут отключить от питания всю бытовую технику и потушить свет. Временный отказ от электроэнергии – символический жест, который объединяет всех, кто придерживается идеи бережного отношения к природе. Жирайдат Халухоева, Михаил Тангиев, Султан Булкучев, Новости 24. В конце апреля в Ингушетии состоится первый всероссийский форум блогеров «Блогинг-2018», который соберет порядка 50 ведущих блогеров российского сегмента социальных сетей. Мероприятие проводится по инициативе главы Ингушетии, который сам активно ведет свою страницу в Инстаграм и заинтересован в открытом диалоге с блогерами, поднимающими в своих аккаунтах наиболее острые и злободневные проблемы в масштабах страны и республики. Форум «Блогинг-2018» пройдет с 24 по 26 апреля, накануне майских праздников, на нескольких площадках региона. По словам главы Ингушетии, мероприятие станет ежегодным. К участию допускаются блогеры со следующими характеристиками аккаунтов. ВКонтакте 450 тысяч подписчиков, в Ютубе 300 тысяч, в Инстаграме 150 тысяч, в Телеграме 100 тысяч подписчиков. Одним из центральных событий форума станет встреча блогеров с Юнусбеком Евкуровым, которая пройдет в неформальной обстановке в администрации главы региона. Помимо этого запланирована поездка в горы, в Джейрахский район, посещение уникальных природных и культурных объектов. В агропредприятии «Сан-Гигант» Ингушетия прошла экскурсия для студентов Назрановского аграрного техникума. Это хорошая альтернатива практике. Но у ребят есть отличная возможность закрепить теорию, понаблюдав за всем процессом возделывания фруктовых деревьев. Подробности у Даны Плиевой. Прежде чем разбивать сад, нужно найти поблизости источник воды. С этого золотого правила для любого будущего агрария и начинает учебную практику главный агроном, минуя теорию, Магомед Заурбеков показывает ребятам, с чего начинается забота о деревьях. К слову, система орошения на предприятии одна из передовых. Деревья поливают через каждые 3 часа. Для этого каждый день расходуется около 10 тонн воды. Мы показали студентам, откуда мы забираем воду, забор воды для орошения нашего сада. Дальше мы показали водоем, где у нас накапливается вода. После чего показали всю мелиоративную систему, откуда мы подаем в сад, поливаем сад, чем мы поливаем. И показали, после чего показали, как она на месте капается, как она орошается. Будущий агроном Муслим Аушев на такой познавательной экскурсии не в первый раз. Он уже успел узнать многое об особенностях роста самих деревьев, их обрезке и выборе правильных удобрений. Но сегодня для студентов все затмевает технология, задействованная на предприятии. Я очень впечатлен. Чем? В том, что в нашей республике есть такие технологии. Я не ожидал, что у нас есть такие технологии, но в дальнейшем это поможет нам, нашей республике, развиваться. Экскурсионная программа оправдала все их ожидания. Муса Далгиев здесь впервые, и потому эту лекцию слушает с большим интересом. Она видна. Это двухгодичка. Вот это 3-годичка. Это все годичное. Вот. Это вот второй год. Это 3-й год. Мне понравилось вот само руководство, можно сказать, сами люди, то, что они преданы своей работе, они живут этой работой. Вот каждая веточка в этом саду, они знают, как она растет и что ей необходимо. Это последний этап нашего производства. То есть отсюда идет отгрузка яблок. На очереди оптовый распределительный центр. И здесь экскурсию проводит гендиректор предприятия Замир Балкисов. Интерес у ребят вызвала одна из самых передовых сортировочных линий яблок, которая используется в Европе. За час их сортируют около 20 тонн, которые затем отправляются на склады. Начинают от Уссурийска, Хабаровска до Калининграда. Во все города Российской Федерации. В Москву, Санкт-Петербург, Саратов. Где только нет. Была обзорная экскурсия, показывали им, как яблоки хранятся, как их перерабатывают, как их отгружают, какие качества у яблок и какие сорта мы выращиваем его. И, естественно, ореол обитания этих яблок и географию продаж. Если таким образом не привить им любовь к нашему делу, к садоводству, к земле, они за партой это не приобретут. Они увидят, что люди работают, специальность востребована, условия работы хорошие, тогда и учиться будут лучше, знают, для чего учатся.
Подобные учебные практики и ознакомительные экскурсии на предприятии для студентов проводят не первый год. Эту идею совместно с региональным Минсельхозом предложил глава региона, чтобы студенты уже на деле могли осваивать все тонкости будущей профессии, а возможно и трудоустроиться на предприятии. Продемонстрировать приобретенные знания будущие аграрии смогут на производственной практике, которая пройдет летом. А пока для студентов запланирована еще одна выездная экскурсия – ГУП Нестеровская. Дана Плиева, Рамзан Миржоев, Новости 24. Кубок России по пауэрлифтингу проходит в Ингушетии. Он организован при поддержке Министерства спорта и Федерации пауэрлифтинга Ингушетии. Около сотни атлетов из Ингушетии, Дагестана, Краснодара, Волгограда и дальше по списку собрались в специализированном зале тяжелой атлетики спортивного комплекса «Динамо» в Назране. В течение 2 дней представители 9 весовых категорий у мужчин и 6 у женщин определяли сильнейших в номинациях, о которых подробно расскажет наш корреспондент Зелимхан Калоев. Соревнования на Кубок России по пауэрлифтингу, его отдельных движений и народному жиму традиционно на ингушской земле открывает зажигательной лезгинкой. Лучшие тяжелоатлеты регионов России отстаивают право сильнейшего. С приветственным словом гостями и участникам обратились министр по физической культуре и спорту Ингушетии Дауд Алхазуров и заслуженный тренер СССР и России по тяжелой атлетике Ибрагим Кадзоев. Пауэрлифтинг – это тот вид спорта, который в республике мы начали называть совсем недавно, но благодаря участию на всероссийских международных турнирах наших спортсменов и победы наших спортсменов мы на этот раз решили провести этот турнир у себя, тем самым подчеркнуть, что этот вид спорта мы будем и впредь поддерживать и развивать в нашей республике. Мне очень приятно, что у нас эти движения впервые проводят такие массовые соревнования. Приезжает много спортсменов, особенно приятно, что приезжают девушки. Я не знаю, почему не русские девушки не занимаются. Но это новое открывается в нашей культуре. Поэтому так я вас поздравляю. Символично, что соревнования проходят именно в зале тяжелой атлетики спортивного комплекса «Динамо». В Ингушетии за Кубок России по пауэрлифтингу бьются впервые. Старт соревнованиям дан. Теперь атлетам дается 10 минут, после чего им предстоит вступить в бой со штангой. Особенно тщательно к выходу готовится атлет из Ставропольского края Евгений Самотканов. Именно этим спортом где-то около года. Мне нравятся более просто силовые виды спорта. Здесь более 200 спортсменов со всей России. Среди них как новички, так и профессионалы. В стороне не остались и женщины, которые впервые принимают участие в подобных состязаниях, в числе которых и Карина Бондаренко. Она ставит рекорды на каждом периоде, поднимая штангу с весом до 113 килограммов. Учитывая то, что с каждым заходом судьи добавляют дополнительные несколько килограммов. В тяжелую атлетику Карина, кстати, пришла совершенно случайно. Занимаюсь я, в принципе, уже тяжелой атлетикой около года. Так получилось, пришла в зал, как говорится, немножко подправить фигуру, и, соответственно, так пошло, и вот начали потихоньку. Тренер наш предложил выступать, и попробовали себя на этом поприще, так сказать, понравилось, и все. Сегодня выступили, не знаю, как получится, как результат, конечно, не совсем им довольны, потому что на тренировках все гораздо лучше было. Всего же в течение дня атлетам предстояло продемонстрировать свои возможности в 4 категориях пауэрлифтинга. Это становая тяга, русский, народный и классический жим лежа. Невероятную мощь и силу воли демонстрируют спортсмены в этом зале. Пожалуй, силовые показатели и выносливость играют немаловажную роль в пауэрлифтинге. Но спортсмены, помимо всего прочего, не забывают учитывать и тактику. Под суровый немецкий рок один за другим выходит сравнять счет с железом. Именно так принято называть у атлетов штангу. Среди силачей самый опытный участник, двукратный чемпион мира по троеборью, 58-летний Адам Яндиев, который пришел сюда только с одной целью – стать мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу. Для этого спортсмен готов пройти допинговый контроль на месте. Я выступаю за 100 килограмм, выступаю. 100. Это надо, просто это железо надо любить, просто правильно заниматься без травм, вовремя. И питание, режим, спать обязательно вовремя, если как получается. А перед соревнованием 2 месяца это очень строго, питание, режим, трудного ничего нет. Просто надо любить, а так это железо не прощает ошибки.
Рустам Дударки, в свою очередь, выступает в классическом жиме лежа. Пауэрлифтинг для него ритм жизни. Пришел он в этот вид спорта недавно, но уже показывает блестящие результаты, поднимая штангу с весом от 130 килограммов. Сейчас ему предстоит выступить еще в одном периоде, но уже с весом потяжелее. Сегодня я хочу поставить мастера спорта. Я уже зовут? А? Не было. Спасибо. Еще одна представительница едва ли слабого пола, выступающая в жиме лежа, Анна Фетисова, которой, к сожалению, с первой попытки не удается поднять штангу, поэтому девушке придется сделать еще один заход. Ассистенты подбирают вес для каждого подопечного индивидуально. За всем этим с удовольствием наблюдают болельщики и поддерживают выступающих атлетов. Я приехал поддержать наших ребят. Я хотел бы, чтобы такие соревнования проводили побольше. Двоюродный брат у меня выступает, и сегодня он мастер спорта получил. Так, желаю всем удачи. В зале также присутствуют и почетные гости, а судейская коллегия одна из самых справедливых. Здесь судьи как национальной, федеральной, так и региональной категории. За всем происходящим следят рефери в количестве 3 человек. Именно они засчитывают вес. У каждого упражнения народный, классический и русский жим есть свои отличительные признаки. Народный жим – это уже ты поднимаешь свой вес. Например, 82 килограмм, вот я 82 килограмма на количество поднимаю. Вот. А русский жим там просто 55 килограмм, и ты то же самое поднимаешь на максимальное. Вот это там разница просто. В данный момент наши спортсмены очень хорошо выступили. Вчера тоже очень хороший результат показали. И сегодня очень хорошо идут. Ну, нормально. Сейчас там еще вот 2 категории много выступает. С нашей команды, с чеченской команды. Так что еще все впереди. Пауэрлифтинг в республике, как и во всей стране, набирает стремительные обороты. Он может показаться, на первый взгляд, весьма простым видом спорта. Для успеха надо только посещать тренажерные залы и работать с железом. Но все это заблуждение. В России крупными темпами развивается наш спорт, именно наша федерация. В Ингушетии и в ближайших республиках также набирают обороты, то есть люди интересуются, спорт людям интересен, спорт у нас мирный, бороться, драться ни с кем не надо, только борьба с собой у нас идет. Согласно правилам НАП, то есть там, начиная от 48 килограмм до 125 килограмм спортсмены выступают. Готовились мы к нему больше года. Участники приехали с разных регионов, в основном из КФО, но также у нас есть и Москва, Волгоградская область, присутствуют тоже участники. Наших спортсменов человек 25 участвует в общей сложности. За год нам удалось проводим 4-й турнир уже, мастерский 2-й, но на Кубок России впервые вот такого уровня турнира. Но опять при поддержке, конечно, главы, который нас поддержал сильно, также Министерство спорта. Благодаря этим людям у нас получается развиваться и развиваемся очень хорошо. По итогам мастерского турнира отличившиеся спортсмены, сдавшие зачет, смогут получить звание мастера спорта международного класса, пройдя на месте допинг-контроль, а также кубки, грамоты и медали в личном и абсолютном зачетах. В завершении также разыграют командные места. Зелимхан Калоев, Тимур Карахоев, Новости 24. Вместе против терроризма. В столице региона прошел футбольный турнир среди военнослужащих Республики памяти погибшего при исполнении Героя России лейтенанта Михаила Григорецкого, командира взвода радиоэлектронной разведки Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России. Инициаторы турнира – 37-й отдельный разведывательный отряд Ингушетии. Победителями стала команда города Магаз. В данном турнире принимают участие 5 команд. ВОК, СОБАРАМОН, команда от МАГАСа администрации, далее погрануправление, соответственно, наш 37-й отдельный разведывательный отряд. И играет еще погрануправление. С самого утра я наблюдаю. И, честно сказать, ребята показывают очень хороший результат. Все спортивно-физически очень хорошо подготовлены, все ребята. Наша команда мэрии города Магаз показала хороший результат.
Мастер Хаматхан Аздоев создает композиции из гипса, дерева, пластиковых бутылок и других подручных средств. Экзотичные порой изделия в основном делает для души и в качестве подарков для своих родных. Этим хобби он занимается уже много лет, совмещая со своей основной профессией – каменщика-строителя. Зелимхан Калоев об этом умельце. Сельское поселение Далаково нас встречают вот такие каменные сооружения. Это средневековые башни ингушей. Это дело рук Хаматхана Аздоева, который в свободное от работы время занимается декоративно-прикладным искусством. Но это далеко не все, что творит в своевременной мастерской Хаматхан Аздоев. Поделками и живописью он увлекся еще во времена Советского Союза. Именно тогда Хаматхан в начальной школе начал учить детей рисованию. Впрочем, времена меняются. Сейчас Аздоев опытный каменщик-строитель, который в свободное от работы время занимается любимым делом – созданием средневековых башен, различных сооружений и поделок. В среднем, чтобы смастерить такое сооружение, у него обходится около 3-4 дней, в зависимости от сложности задумки. Талантливым можно назвать не только Хаматхана, но и его детей, которые проявляют большой интерес к творчеству. Пока мастерская располагается в строящемся доме, здесь можно увидеть удивительные поделки, такие как, например, дорожка из пробок от пластиковых бутылок, или же более экзотичная, как пальма, выполненная из того же материала. Однако в этой комнате только часть работы Хаматхана Аздоева. Большинство мастер успел уже раздарить. Разные, любой галик, У Хаматхана есть композиция, которая ему особенно нравится – «Маленькая белая мечеть», дизайн которого он также разработал сам. Гипс, дерево, хае, ходи, еги, Впрочем, чего тут только нет. Хаматхан Аздоев даже сделал композицию из пирамид и статуи сфинкса. А сейчас мастер занимается созданием коллекции из шахмат. Все созданные своими руками сооружения и поделки Хаматхан в основном любит дарить своим близким и родным. И если получится, то в скором времени он хочет начать продавать их. Больше всего он мечтает создать башенный комплекс Таргим, а самое главное для мастера – развивать культуру и народные промыслы, а также принести пользу своему народу. Зелимхан Калоев, Рамзан Миржоев, Новости 24. Состоялось очередное интервью с главой Ингушетии. Каждую неделю Юнусбек Евкуров встречается с журналистами НТРК Ингушетии и отвечает на самые актуальные вопросы минувшей недели. Глава региона говорил об итогах работы Министерства здравоохранения за год, о сложившейся ситуации с отказами от вакцинации, а также о приезде московских врачей в конце этого месяца. Вопросы коснулись различных направлений, в том числе обсуждалось примирение кровников, террористическая, экстремистская деятельность и встреча с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером. Кроме того, Юнусбек Евкуров прокомментировал состоявшиеся выборы президента России и его результаты. Интервью с главой республики смотрите сегодня в 19:30 сразу после новостей. Я все-таки ориентируюсь на послание президента. В послании обозначено довольно таким масштабным направлением социалка, экономика, развития страны. И Владимир Владимирович сказал такие слова: рывок. Надо делать рывок вперед, прорыв вперед, то, что он сейчас обозначил. Поэтому я уверен, что вот это послание, пункты послания, не есть как раз программная речь президента перед выборами президента Российской Федерации. И то, что переизбрали президента Владимира Владимировича Путина, то, что рекордное количество людей вышли, проголосовали именно за него на протяжении всех предыдущих кампаний. Это говорит о том, что доверие президента растет, и люди в него верят. Конечно, я тоже верю в то, что вот эти изменения они будут и в республике, мы их и сейчас ощущаем, и завтра, послезавтра они будут еще больше. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.